Проделать огромный путь ради победы семья Азамата и Дильбара прилетела из Америки, чтобы принять участие в чемпионате Кыргызстана по масс-рестлингу, который проходит в Бишкеке с 19 по 21 апреля. Азамат Асанов выступал в весовой категории 80 килограмм и завоевал золотую медаль. А Дильбара Иманканова бронзовую медаль и выступала в весовой категории 65 килограмм. Это был чемпионат Кыргызстана по масс-рестлингу. Так как это очень важный чемпионат для нас, и мы специально приехали с Соединенных Штатов Америки, чтобы участвовать и выиграть этот чемпионат, чтобы завоевать путевку для дальнейших международных турниров. Это было примерно 2015-2016 год. До этого мы занимались пауэрлифтингом, это как бы один из видов, можно сказать, тяжелой атлетики. Хороший вид спорта, динамичный очень, и в то же время силовой вид спорта, да, и нам понравилось, и мы решили дальше заниматься, и, соответственно, выиграли этот отбор на игры кочевников. И уже вот с этого момента, дальше пошла вверх наша карьера, и с того момента вот непрерывно занимаемся, и выигрываем, и бывает и проигрываем. Говорят, что борьба на палках является национальным видом спорта Якутии или народа Саха в России. В 2022 году, к столетию Якутской ССР, чемпионат мира проходит в Якутске. В нем приняли участие наши герои, и оба супруга тогда завоевали золото и впервые были названы чемпионами мира. А затем успешно выступали на Всемирных играх кочевников в Изнике. Со счетом 2-1 победу одержала Дилбара Иманканова, Кыргызстан. Семьяда экосный спортсмен болгон үчүн бизге наоборот жакшы да. Он всегда меня поддерживает, учит, говорит: соберись, сделай. Я хоть и заняла 3-е место, но не сильно расстроилась, потому что впереди еще есть соревнования и победы. Мы вместе спортсмены, нас поддерживают родители, у нас понимание в семье и со стороны друг друга, и со стороны родителей. Для родителей победы ребенка всегда большая гордость. Для меня и сын, и невестка на равных. Я стараюсь поддерживать их обоих и горжусь ими. Пара познакомилась во время подготовки к чемпионату по масс-рестлингу на Всемирных играх кочевников 2016 года. С тех пор семья преодолела множество испытаний и выиграла чемпионаты различного уровня. В настоящее время они воспитывают сына и дочь. Кундуз Кадатаева, Елена Ткаченко, Чингис Джумагулов, Фалато 24.